Диалог по Гагаузии. Создание АТО Гагаузия. В 1988 году на юге Молдовы, в городе Камрат, гагаузская интеллигенция встречается за круглым столом, где обсуждают исторические и культурные вопросы. Они обеспокоены тем, что гагаузский язык постепенно начал исчезать из повседневной жизни. Его больше не преподают в школах. Так появилось движение «Гагаус Халкы», что в переводе означает «гагаузский народ». В мае 1989 года состоялся первый съезд движения, на котором предложили создать автономную республику на юге Молдовы со столицей в Камрате. Год спустя группа под руководством Степана Топола провозгласила Гагаузию автономной республикой в составе СССР. Весной 1991 года в Гагаузии был организован референдум, на котором единогласно проголосовали за сохранение в составе СССР. Между тем, 27 августа Молдова обретает независимость. В связи с этим растут разногласия между Кишиневым и Камратом. После длительного процесса переговоров с участием национальных и международных посредников, таких как лидер Турции, пойдя на множественные компромиссы с обеих сторон, Камрат соглашается на возвращение гагаузского региона с особым статусом в конституционное поле Республики Молдова. 23 декабря 1994 года парламент Республики Молдова принял закон об особом правовом статусе Гагаузии, предусматривающий целостность страны с гарантией прав автономного самоуправления. Многие европейские организации по защите прав человека, а также историки рассматривают АТО Гагаузия как успешную модель решения этнических конфликтов. Диалог по Гагаузии.